бесплатный развратный товар хатыргаряк. Они собаку сожрали. Сколько зарабатывает менеджер маркетплейса, что даже имеет дачу по соседству с Хабировым. Вот, ваш. Да вы что, нет? Давайте представляйте своих жен. Такие представляете, думают, ага, как бы сидели это белье на моей жене. Ага, хорошо. Не надо меня представлять. Зачем? Итак, достар, мы наконец-то начинаем наш бизнес-бися-тур. А что такое бизнес-бися-тур? Ну, сама не знаю, что такое бизнес-бися-тур. Это наш тур, где мы едем к нашим ученицам, и они будут делиться своими результатами, успехами. Короче, будут рассказывать о себе. Да, и еще, друзья, в этом ролике в конце мы устроим конкурс на весь этот ролик. Мы зададим вопросы, будут список вопросов. Отвечая на них и правильно отвечая, у вас есть возможность получить наши подарки, призы. Вот. И более того, кто хочет выиграть вот эту вот машину? Шикарнейшую машину, эксклюзивную модель. Да, обязательно смотрите до конца. В конце мы расскажем, как ее можно получить. А также будут шикарнейшие призы в конце ролика. Все, поехали. Следи за сторисами и узнай, как получить эту машину. Все, мы поехали. Короче, достар, мы решили поехать на другой тачке, потому что сомневаемся, что эта тачка доедет до Старой Тамака и выдержит наш бизнес-тур. Ну, вот, больше даже не дорогу выдержит, а то, какую тему мы будем задвигать внутри машины. Она может просто такая... Гореть будет там внутри, короче, да. Все, что, поехали, пересаживаемся, едем. Погнали, достар. Бизнес-бися-тур. Так, давайте это, кустенестер возьмем. Вот это костюмчики, короче, беда бушкуман юрмеет никогда ученицаларга достар, мы опять-таки костюмчики от БД привезли, новая коллекция. Наиль, она как самый романтичный мужчина, сескалер туткан, мен өзімнің костюмдарымды. А я купил набор домохозяйки. А набор домохозяйки купил Азамат. Посмотрите сюда, посмотрите, что он купил. Зеленый горошек. Салаты делать. Прикиньте, салаты делать. Дальше. Караля. Разрыхлитель теста и ванильный сахар купил. Ну, и так... штук мы. Ну да, по одной штуке, а что, мало, да? Уф, я просто не готов, не знаю, ну нет же, нужно ведь. Боже, рис, гречка. Рис, гречка, алган. Так как я люблю гречку, да, молоко, к чаю, это все сыр. моя школа, доктор, моя школа. Дыры, это что такое? Оливковое масло. Даже оливковое масло, алгандар. Да? Ты взял, да? Это вам не какой-то там просто тортик, да, который, может, не все кушают. Да, вот именно, кустенес, Аллаха, это никакой тортик, шоколад, тут доктор. Вы должны вот такой вот целый пакет, набор домохозяйки, тут банда должны быть продукты нужные, которые из чего-то, из них, чтобы можно было приготовить любое блюдо. Все, пошли. Доктор, мы в городе Салавате приехали к нашей ученице Диларе, у которой муж красавчик. Динара услышала, наверное, что мы сказали, что у нее муж красавчик. Привет! Тоже рада, привет. Как дела? Все хорошо. Все хорошо? Да, идем. Спасибо Ага. большое. Здравствуйте. Цветочки. Хикурхан Азамат что тебе купил? Он купил ванильный сахар тебе и разрыхлитель теста. Представляешь? Ну, что видишь, по-любому, да. Ага. Подушки и горошек, и гречку. Гречка купил, и горошек я купил. Представляешь, Мадинара? Вот так вот. Как всегда, доктор, вот Динара на хуйдарин ишмәк. Я извиняюсь, у меня идет ремонт. Это о чем говорит доктор? Это говорит о том, что человек хорошо зарабатывает и есть деньги на ремонт. Прикиньте, вот человек извиняется за ремонт. Нельзя извиняться за ремонт вообще-то. Ремонт это, между прочим, это признак богатства. Да. Второй этаж, смотрите, сколько комнат, доктор.
Офигеть. Здесь вот младший живет у меня. Уже сделали всё. Смотрите, это красота. комната младшей. Прикиньте, Дуфтар, вот это старшей дочери комната. Это как наш зал. 24 Представляете? 24 квадрата здесь. 24 квадрата, Квартира. одна Вот комната. именно. Люди студию покупают, не Обалдеть. ошибаюсь. Люди студию покупают в Уфе где-нибудь там 24 квадрата. Да. А тут просто комната. Конечно, немножко спальней. завал тут у меня, но Ага. вот моя зона здесь, а здесь у меня работает мой fulfillment, потому что мы открыли кабинет на Wildberries. Да? Да, и у меня младшая дочь теперь упаковывает товары. Обалдеть. Fulfillment это ваша дочка, Да, да? младшая, да. А Плачу что за ей. товары? Семью. Нара, что за товары открыли? Мы вот такие беспроводные зарядки, пауэрбанки вот на iPhone пока запустили и чехлы. Вот, прикиньте, о чем я вам говорила в прошлый раз, Дуфтар, и постоянно говорю о том, что наши самые лучшие ученицы все уходят в селлерство. А помните, когда я приезжала, вы же сказали, ты свой не хочешь бизнес открыть? Ага. Я сказала, хочу. Прошло вот 5 месяцев. Вот, пожалуйста. Вот, прикиньте, 5 месяцев прошло, да, и уже Динара продает на Wildberries. Вот таких вот результатов достигают наши лучшие ученики. А почему они лучшие? Потому что алар Дуфтар, во-первых, куркмайдар рисковать и торга. Во-вторых, алар трудолюбивые и целеустремленные. Самое главное тут слово трудолюбивый. Вот, ялка буган бухта болмайсак-то не добьешься. Динара, сколько ты часов проводишь здесь? Ну, Сколько кабинетов ведешь? Я 5 кабинетов сейчас веду. 5 Да, кабинетов? уже. И я провожу много времени, но сейчас у меня уже, я свое время тайминг установила, и я теперь работаю, ну, порционно, так скажем. Это как порционно? Вот я утром сажусь, делаю самое важное, потом в промежутке что-нибудь поделаю по дому, потом что-нибудь поделаю по работе, в общем, вот так вот порционно. Но в среднем занимает от 8 часов где-то, ну, 8 часов в среднем. рабочий. Прикиньте, 8 часов тратит и ведет 5 кабинетов. Да. Ну ты потому что уже руку набила Да, и да, скорость набрала. Да. Еще у второго селлера я сейчас руководитель отдела продаж, и поэтому я только курирую менеджера. То есть я говорю, сделай тут так, сделай там так. То есть мы Озон ведем и Wildberries во втором селлере. Ты молодец. Сколько Выросла. зарплата у тебя? Ну, в среднем 130 выходит. В этом месяце, вот в июле у меня вышло около 100. А вообще, потому что был спад сезона, сейчас вот наблюдается рост. Я надеюсь, что будет больше 100 точно. Молодец, 130, 100, молодец. 130 выходит. А вот это у вас отголоски предыдущего Отгало, старта. это, да, остатки, Да. остатки былой роскоши. Кстати, Дуфтар, кто не знает Динара, вот еще раз хочу познакомить. Динара, между прочим, владела своим салоном, Да. маникюрным салоном. Она делала маникюр, педикюр, у нее были сотрудницы, и в один миг почему-то... А почему, кстати, я забыла, почему ты ушла-то? Я, во-первых, 19-й год, тогда случился ковид, и начали закрывать, и мы тоже немножко приостановили деятельность, а потом уже как-то мне не захотелось даже возвращать, и я уехала работать в Крым. В Крыму поработала полгода, вернулась и уже стала искать другую работу, потому что всех клиентов уже раскидала в городе, кого, ну, к разным своим ученицам, я еще обучала же маникюру, вот, и, соответственно, решила, буду менять сферу деятельности. Бизнес-бися тур! Смотрела ролики каждый день. У меня муж, это как вечер, я включаю, смотрю ваши эти выпуски. И я ха-ха-ха-ха, он говорит, да что ты там ржешь, дай мне поспать. Он так злился, что я постоянно смеюсь. Я говорю, ну мне смешно, правда, классные ролики вообще. Ну вот, и вот так вот. Потом увидела видеоролик про Анну. Мы как раз к ней поехали, снимали то, что я уже подумывала по поводу менеджер Marketplace, потому что везде вот это вот реклама. Вот, и как-то доверилась то, что наши уфимские, и вот прям доверилась, вот захотелось пойти. Еще помню, сомневалась, подошла к мужу, я говорю, мне, говорю, идти, не идти. Он говорит, вот на 3 месяца тебе обучение есть деньги, остальное сама плати, как хочешь. Вот Я смотри, говорю, я везде рискну. везде мужики тормозят жен. Харагадали, вот смотрите, везде. заметили? Везде мужики тормозят жен. Вот это заметьте, Дуфтар. Я наоборот, супруг говорю, иди учись. Вот. А смотрите, в основном, как мужики говорят, сомневаются мужики, да. А зато сейчас вот он, считай, увидел, что идет
поток денег, что реально это работает. И вот он сам захотел, открыл ИП, и вот мы запустили. Вот неделю назад мы запустились. И у нас уже, кстати, 9 заказов. 8 дней мы существуем. Поздравляю. Да. С первыми заказами. Да. Это очень Молодец. приятно видеть, когда вот эти первые свои заказы падают, такой, вау. Думаешь, Ждем хотя- выкупы теперь. Да. выкупы. А потом дальше, да, следующим этапом ждешь, так, заберут, не заберут, да? Да, я уже тут... Вот, Динара, смотри, вот эту историю слышала? Нет, я рассказывала, если ты смотрела на выпускном, про Сулпан ты рассказывала, которая работала поваром в Учалах. Нет, не видела. Она, короче, сейчас же самый крупный селлер в Башкортостане лифчиками. Один из крупных. Один из крупных. Лифчиками занимается. Она же тоже в гости пришла кому-то, да, и увидела то, что вот ее подружка или кто знакомая рассказала, что она торгует на Wildberries. А та такая говорит, сколько получаешь, столько ты получаешь. И Сулпан такая говорит, а я что, не смогу, что ли? Научи меня. А та ее научила. И вот она сейчас один из крупных селлеров в Уфе живет. Недавно БМВ купили. Да, прикинь, квартиру купили. Вот нижнее белье, носки, это очень классная тема. Вот пижамы. именно, я тоже им вот говорю, да, они... Потому что это же невозвратный товар. Человек заказал, а ты не можешь, Вот, возврат не отдашь. невозвратный товар надо делать. Поэтому В то же время 100% развратный. Да, невозвратный, развратный товар, хатыргаряк. Просто представляете, что нам это надо будет сесть, смотреть, фотографировать. А что такого? Вы что, лифчики, трусы не видели, что ли, Нямбаша? Что вы прикидываетесь какими-то особо. девственниками? У вас по двое детей, Нямбаша. Я особо охота и смотреть. Ну вот, а как особо неохота? Вы сразу представляете своих жен. Такие представляете, думаете, ага, как бы сидели это белье на моей жене. Ага, хорошо. Не надо меня представлять. Зачем? Представляйте своих жен и Нямбаштара. Представляете и думаете, вот хорошо бы сидела, надо продавать. Вот, я так думаю, да, Динара? Да. Что, чужих жен не надо представлять, тогда все будет хорошо. У нас отличный велюровый костюм. Самый лучший. Нет, я их, знаешь, сколько говорю им, вот эта мысль, да, мне тоже в тот раз даже Сулпан сказала, если надо, говорит, помогу. А эти не хотят белье. Я не знаю, почему не хотят. У них какой-то, как там, фобия какая-то, белью. Бельеофобия. 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 Да. Ну, пижамы Вот. может отдать, пижамы. Пижамы и так продаешь? Даже можно сказать травма. Травма. Сейчас же модно Динара говорить. Травма. Травма. Триггер, У меня триггер. психологическая травма. Триггер. Трусы и лифчики женские. Вот так вот. Поэтому мы и не продаем. Я смотрела разборы селлеров, Ага. смотрю сейчас по роду деятельности, ну, часто я смотрю, именно наши почему-то вот башкирских наших селлеров разбирают, какая-то передача есть специальная, вот. И большинство, вот, что они там не придет селлер, все начинали с носков, вот, нижнего белья, все вот оттуда начинают. И самое интересное, у всех прям обороты приличные, то есть там и по 15, по 20 миллионов, то есть как бы обороты Вот. хорошие. Главное не оборот, главное чистая прибыль. Да, чистая прибыль это важно. Да. А процент выкупа я не знаю. Ну там, Нет, там скажем, хороший процент выкупа, там 90%. Вот я тоже говорю, надо трусы продавать. И лифчики. только там, наверное, кис нужен будет, честно знать. Это не проблема. Кислый? Нам... Кислый, да. Нет, честно знать, да, это... Не, у нас тоже есть, в наших нишах тоже это есть. Это не проблема. А то, блин, неразвратный велюровый костюмчик хатават. Ну да, а что Полный классно. Ну он чуть-чуть прозрачный, он розовый как раз. Вот. Я хочу развратный гейм хатырга. Разврат от башкирской домохозяйки тип белье сарам. А чё? Өте? Не, мы же сами придумали же БДСМ название. Прямо трусиктің түбіне еще алып қоясың, Динара, прикинь. Разврат от башкирской. Прикинь, кстати, вот так, өте. Вообще будет. Так, в принципе, Мне уже нравится. Вот. Наиль лично возьмется за это. ни за что я браться не буду. Да, Особенно кстати, руками. ты что молчишь? А что это? Гумах, что ли, даже лифчик-то? Пустыми стаканами ты Ну сидишь. что, это же Киев. Нет, Смотри. проблем нет. Ну, а в чем тогда проблема? Вы сказали-то, я ж... Ниша это чуть-чуть она такая Какая? Гнусная? опасная. Развратная? Опасная. Лифчики, Ну, я- лифчики опасная Аргумент ниша. аргумент Опасно. нужен с точки зрения цифр или с точки зрения еще чего-то? Могу с точки зрения цифр сказать. Цифр, что, плохо, что ли? Рынок большой, Ага. конкурентов еще больше. Продают,
заходишь туда, в носки, например, да, можно много продавать, процент выкупа будет хороший. Но ты там зарабатывать, если и будешь, то 10 рублей с единицей. это прям очень хорошо. А чё, ана Сулпан бірде оқшамаған 10 рублей с единицей істеп отырғанға? Они когда зашли? Когда зашли? Вот года 4 назад. Да? И вот у них вот эти карточки, они качаешь. Сейчас, чтобы заходить, там нужно двигать вот типа какие. Бюджеты большие нужны, сразу нужно. То есть это не миллион. Там надо 5 миллионов, 10 миллионов заходить. Да, кстати, доктор. Мы же с Рамиль Агаем эту нишу анализировали, он мне давал такое задание. Вот. И мы по деньгам посчитали, Видишь, Рамиль даже- Агай не потянул. Видишь, даже Рамиль, он тоже Божий одуванчик исламда. на эту нишу покушался. Да, даже Рамиль, божий одуванчик, исламда, намазда буган кеше, хотел лифчики женские, хатырга. Вот, он-то сам-то этого не делал бы, он бы просто мне деньги дал бы и сказал, Азамат, иди, смотри. А что такое-то это? Нет, ничего такого нет, я просто говорю, что это ниша вот именно, что больших вложений требует. Вон Риналь вообще пингвинчиков продает, и глазом не моргнет. Ты знаешь, да? Я слышала, что у него 18+, да? Да, Ниша. 18 плюс продает. Ну, кстати, это вот вторая, наверное, ниша по прибыльности, да, после Нижнего Да? белья. Да. Ну, а он Извращенцев много да, в России. Да, вот по выкупу можно понять, да, сколько у нас извращенцев. Вот прикиньте, Серьезно? просто это простая аналитика, доктор. Представляете? Сервис и аналитика. Да, сервис и аналитика, как я люблю говорить. Я что-то на сторис так выложил, да, не сервис аналитики, а сервис и аналитика. Бұлар менен күліп халдар өтті. А кто у вас начальник цеха вашего, так сказать, переупаковочного, да? Наш папа? Нет, да? Дочка переупаковывает. Получается, у нас, если смотреть по нашему этому, по ступеням, у нас главный папа, начальник, потом я старший менеджер, потом идет младший менеджер, вот она фотоконтенты, вот ответственная за это, а вот наш fulfillment. За каждую упаковку 10 рублей платим. Вот начальник склада, я же говорю. Нифига хорошо зарабатываешь ты. Офигеть, тут семейный бизнес. Көрдің бе, доктор? Динара даже сетяқтан алып тұрмаған сотрудниктар, весь семьяхан неткен к своему бизнесу. Семейный бизнес, семейная мафия, как у итальянцев. принципе, Все в если- семью. Если за 10 рублей мы, в принципе, свои как объемы можем и вам передавать за 10 рублей. Хорошая цена. Соглашайся. Костюмы мои будешь упаковывать. Я все объяснила, я говорю, смотри, чтобы за пределы там не выходило, у нас там все как бы размеры, габариты указаны, она там вымеряет, заклеивает все. Итак, короче, доктор, вы все своими глазами видели. Мы показали сегодня наших учениц, которые добились очень хороших результатов, которые растут не по дням, а по часам. Даже не год прошел с нашего обучения, а полгода прошло, да, и они уже получают 130-150 тысяч, не выходя из дома. Прикиньте, и дети под присмотром, и по хозяйству все делают, и даже в огороде успевают там выращивать Главное, они какие-то... довольны. Вот самое Да, главное, что они главное, довольны, да. Вот и все они, между прочим, очень счастливые девчонки. Они все сказали, я счастлива, что получила такую вот профессию. Менеджер маркетплейса очень востребованная профессия, и каждый может работать и зарабатывать в этой профессии. Да, нам добавить больше нечего, сами прекрасно видели. Профессия рабочая, наш курс рабочий, поэтому всех ждем на нашей онлайн-стажировке, которая пройдет 23-24 сентября. По ссылке здесь и в описании. Переходите, регистрируйтесь, это абсолютно бесплатно, конечно же. И у нас еще будет специальный гость. Кто это? Мы не будем пока еще не будем говорить. Очень специальный гость. Да, это будет специальный гость в виде артиста Республики Башкортостан и Татарстан. Он будет проходить у нас онлайн-стажировку. Вы также приходите, это бесплатно. И более того, мы там будем что разыгрывать? Автомобиль! Именно. Эксклюзивной модели. Да, нашу семерочку мы будем разыгрывать на нашей онлайн-стажировке. Нашего подсолнуха. Да, будем разыгрывать среди тех, кто будет на эфире, поэтому обязательно присутствуйте. Приходите на наш эфир. Бизнес-бися тур! Итак, друзья, хотелось бы подробнее рассказать, что будет на нашей онлайн-стажировке, которая, напомню, пройдет 23-24 сентября. А на этой онлайн-стажировке мы дадим конкретные навыки, с помощью которых вы уже сможете начать зарабатывать.
Эти навыки будут построены на базе искусственного интеллекта, то есть вы научитесь генерировать фотографии, инфографику и на этом зарабатывать. Также научим делать описание с помощью ИИ. Вот. Будут домашние задания, за выполнение которых мы и будем дарить подарки. Самый главный приз, как мы уже говорили, это автомобиль, 7 наша. Поэтому обязательно приходите, научим вас уже базовой профессии, базовым навыкам менеджера маркетплейса, а также подарим подарки. Бизнес-бися тур. Да, смотрите, в прошлый раз за кафе платил кто? Азамат, да? Я всегда плачу, к сожалению, да. Вот. Да. Ой, Аллах! И что Вот, вы, меня вот. туртурака, что ли, я не поняла? Я, короче, подготовил 20 вопросов, по 10 на каждого. Кто ответит больше, точнее меньше, кто меньше всего ответит, тот и платит за стол. Новый учебный год начинается, поэтому вопросы будут на самом деле школьные, очень простые. Опа. Никогда там как бы... Сейчас балл А говорят. ничего, что он учитель, значит, а меня повар, да? Нет, но учитель не Всё? всего же, он учитель информатики. Информатики. Ну и что? Так, первый вопрос. Что будет, если в вакууме крикнуть? Что будет, если в вакууме крикнуть? Ничего не будет. Правильно, да, ничего не будет. Ничего не будет. 1 балл. Хорошо, дальше. А теперь Азамат. Сколько у человека органов чувств? Органов чувств, Да. обоняние, осязание и намекали. 3, короче. Опа. Че, не попал? Вообще нет. Нет, да? Ну ладно, А ладно. сколько? Говори-ка. 20. Ну все, давай, подожди. Так, теперь вопрос к Камилю Шапаеву. Назовите столицу Канады. Монреаль. Опа. Не, А чё? Так, подожди. Монреаль думаешь? Нет, Нет, Торонто. Торонто? Нет? Нет. Оттава. Да, Тава. Оттава, да. Я просто помню, что там есть Торонто, есть Оттава, но одна из А них, Монреаль короче. не мя, он да вообще их, что ли? Канада. Монреаль это что-то на богатом, или Шапай? Это что-то на... Италия, что ли? Это что-то на французском. Эй, Да, это что-то на богатом, или Шапай. Мы в такие вещи смысле? не В знаем. Канаде Монреаль есть. Ну да. Нет, Есть, наверное, но но к слову, Есть, там, наверное. к слову, там же французы в том числе были эти от них колонизаторов. Сколько костей у взрослого человека? Сколько? Да блин, почему меня топят этой биологией или с чем-то, короче, а? Он же программист. Сколько костей? 200, блин, с чем-то, короче. 200, пусть будет 241. Ну, на самом деле 206. Да. Что, чуть-чуть, засчитаем или нет? 200 с чем-то, да. Правильно же ответ? Нифига себе. 200 с чем-то. Что ли? Типа, на самом деле у новорожденного где-то 270, потом некоторые срастаются. Камиль Шапай, готов? Ага, давай. Как самая большая планета Солнечной системы. О боже. Нихуя, бля. Как это, блин, Шапай, знаете? Нет? Юпитер. Вот же правильно. знаете, говорите, не Вот знаете. же правильно. Да? Да. Нифига себе. Да. И сейчас мне какой-то такой вопрос там, да? А сколько в одном атоме электронов что-нибудь из этой серии, короче, сейчас такой вот прям такой. Ну, почти. Счет 2-2. Вопрос. Какой газ преобладает в составе воздуха? Какой газ? Да. Углекислый, что ли? Нет. Че? Ну, нет. Не, знаете, газ. Ну, у Фурган, конечно, преобладает этот углекислый газ. Давайте его, знаешь, проверим. сколько много, Как раз да. сосисок нажрались, бля. Давайте проверим, какой газ будет преобладать. Нет, Давайте. только не говори кислород сейчас вот. Нет, не кислород. Да, то есть Кислород это разве газ так? просто, типа газ. Ну, а что, углекислый газ, он везде. И Но- что, какой газ? Давайте, Камиль Шапай, вы можете... У меня, главное, тройка по физике, да, у меня специально такими вопросами по физике, короче, да. гасит. Физика какой там, H2O не мейкен, бельмень, меня Это химия вообще-то, H2O. H2O, химия, что ли? Ну, ёпта. Понятно, кроме физики еще химию не знаем. И что, подожди, какой газ, подожди? Азот. Азот? Азот? А что, азот газ, что ли? Да, ну, в смысле, конечно. Сейчас мой учитель в химии такой смотрит, ты что несешь? Такой, я тебя не этому учил. Он такой сидит, наверное, Я тебя вешается. не знаю, ты меня не учил. Так, Камиль Шапай, вот вопрос, по-моему, для вас. Какая формула у алкоголя, от которого большинство испытывает счастье? В смысле? Вопрос для вас. Какая формула Алкоголь. алкоголя? Блин, что, какой-то алкоголик со стажем, что ли? Не понимаю. Чё, вообще? Ты прикинь, да? Это ж надо такое сказать, блин. Вопрос для вас. Офигеть, я Про что, алкоголь. алкоголик-профессионал, что ли? Ёптр, я Нет, ну знаю. просто как минимум, точно не Вопрос Казамат. для вас, ты, Виталий Ильич.
Я не знаю, я не самогонщик. Сама выгадом yok. Это вы сейчас специально так говорите, да? Да, спирт. Так. Азамат. Ты ответ-то скажи, подожди. Нет, вы это знаете, может, нет? Не, я говорю спирт. Он же формулу Нет, алкоголя формула. спрашивает. А, подожди, Типа- формула какой? типа как? С2H5OH. О, нифига Да, да, себе. реально. Мана алкоголик со стажем, бля. Не, просто химию хорошо учил. А, да? Да, С2H5OH, да, Да, это... да. это же- Химия, алкогольную формулу найти. Да, да. Но по-любому уж изучают. 3-2. Ё, я веду. Я тебе сказала, что я буду платить. Подождите, там же дальше, еще дальше. Все, Аллах специально это затеяли, чтобы я платила. Потому что Аллах постоянно платит, а я нет. И вот они решили с таким намеком тонким меня дать знать. Милошапа, а вам тоже надо вообще-то оплачивать. Не только нам. Я уже боюсь, короче, мы как-нибудь Миша пока приедем, пообедаем, и она нам счет выставляет такая. Прям там же на месте такой чек выписывает. Так и буду. В каком году была Куликовская битва? О, боже. Давайте Ё- хотя бы век. Я в веках тем Чем более дальше буду. в лес, тем Нет, там, больше да. Ну, типа, точно там. Ну, короче, где-то 1400 какой-то год, короче. Или 1600, блин. 1380 году. Так, счет 4-2. Если бросить пушинку и гирю в вакууме, кто упадет быстрее? И гирю вакуум. То есть, В вакууме да, бросить получается, пушинку мы пушинку и гирю кидаем в вакууме, кто быстрее упадет? Давай, пускай будет пушинка. Так, еще попытку даю. Один раз. Дай меня, Паша. Гиря. И сейчас, знаете, как еще одну попытку Еще одну даю. попытку даю. Последнюю попытку Последнюю даю. попытку даю. В смысле, кто быстрее упадет? Ай-яй-яй. Ну, и Кегеля наравне, наверное, будут. Ай, и это правильно. Остальное мы просто вырежем. Это как из серии, Миша, типа, что легче, да? 1 килограмм пуха или 1 килограмм железа, да? Да, Примерно такой же знаете вопрос почему? получается. Потому что нету сопротивления с воздухом, поэтому как бы, Звук же не ходит в вакууме, так же и ныне тоже. мы сейчас утром едем, чтобы взбодриться, немного мозгами Нифига себе, взбодриться. пошевелить. Я вот сейчас и взбодрилась. Я себя чувствую, как там, ущемленной, угнетенной, униженной. Не, Все, надо, феминистка сейчас, значит, проснется, Миша, пойдет начнет сейчас, короче. надо смотреть на это как на возможность развиваться. Короче, 4-3, давай дальше. Давайте. Видите, Миша, догоняйте уже, 4-3. Так, вопрос, Азамат. Давай, сейчас опять что-нибудь такое. Сколько Земля делает оборотов вокруг своей оси за год? За год? Да. 362. Ну, получается, если, да, он вокруг своей оси, это, да. Сколько? 362? А 3 дня куда пропали? А, да? Желаешь, что ли? Не, подожди, если он каждый день делает вокруг своей оси один оборот, да, то значит в год 365 дней, 365 получается, в високосный год 366. Сколько? 365 в обычные года и в високосный год 366. Правильно. Молодец. Борис, 5. 5-3. Миршапай, какой предмет в школе учит тебя, что ты мешок с органами и все грани поломки? Все грани И поломки. все на грани поломки. И все на грани поломки. Да, типа Какой предмет учит, что ты мешок? мешок с органами. Мешок с костями. С органами. Мешок с органами. Да, и типа, что все на грани того, что сломается. Ты мешок Типа- с органами и все на грани того, что все сломается. Не, биология трудная. А Шунда же учим-то печеньки, многие. А у меня есть другой вариант ответа. Мне кажется, ОБЖ. Там всегда такой ОБЖшник заходит и говорит, Ай! вы все мешки! Мешки с органами! Еще башимя негидер пуала, юрия куда ункилана. Одеваем Если не противогаз. Тогда побежишь, точно понимаешь, сломаешь. что ты можешь сломаться. Да. Так что мне кажется, это ОБЖ на самом деле. Вспомнил своего ОБЖшника, просто реально вот было из серии, что Не, мы на все самом деле, мешки. да, это биология, но ОБЖ тоже подходит. Счет 5-4. Какой металл первым был открыт и использовался человеком в чистом виде? В чистом виде? Мгм. Блин, железо или золото? Сейчас, подожди. Ладно, И финальный ответ? железо пускай будет. Нет. Медь. Медь. Какое море считается самым соленым на Земле? Мертвое море? Да, о. Все. Так, все, последний вопрос. Последний вопрос. Да, последний вопрос. У нас же 5-5. Последний вопрос. Кто первый отвечает правильно, короче, кто ты выиграл. Не, давайте так. Милошапай. Правильно отвечаете, платит Азамат. Не отвечаете, вы платите. Давай. Кто написал «Войну и мир»?
Эй, Китай, блин, вопрос тут задал вообще, это Да все блин, знают. а ты думаешь, я помню, кто написал Ну, это «Война и мир»? Толстой? А давайте так, полное имя, отчество Толстой. Фамилия? Их же двое. Николаевич Толстой. О, Ладно, всё, ну просто, ладно. может быть, это, да, вот это, Алексей К. Кто там был И там? в итоге платят все равно Азамат. Видите, а вы сомневались. Вот так вот. Вы договорились. Поэтому платят на их. Азамат тупой, поэтому окружил себя умными людьми. Я по методичке меня Шапай, типа, да, окружил себя умными людьми. А чё? Это хороший совет. Это просто как бы напоминание о том, что то, что сейчас дети проходят весь этот материал, изучают. Вот, к слову говоря, почему полезно, например, в школе учиться, да? Чтобы вот это все знать, потом, допустим, в такую же ситуацию попадаете и за кафе не платите. Да? Рабочая схема. Бизнес-бися тур. Итак, достар, біз келдік Ишимбайға. Ишимбайға түгіл, Ишимбайский район. Нендей ауылға? Ишимова. Ишимова. Бұл теге Хабировтың ауылы түгіл, мысал үшін. Жоқ. Жоқ. Куршау. О, прикиньте! Куршау деп не, біздің Ишимбайский район Улхатлим ауылы түгіл. Ага. Мы же все рядом находимся. Куршауда, между прочим, Куршауда Хабиров туған. Вот так вот, достар, почти что біздің туған ауылында находимся. Именно қарағат, Гульфия бізге манты бешіріп қойған. Домашние мантышки. Сейчас будем наяривать домашние мантышки и узнавать, как же Гульфия дошла до того, что купила у нас обучение и нашла работу. Сколько она зарабатывает, все узнаем за мантышками. Держи. Рахмат. Бизнес-бися тур. Блин, вот как ашамай деньги это ёпырасыты, блин. Меня и так в машине тошнило, но вот как вот от этого отказаться, блин. Қарағанда менде үстелмен бізді қаршы алғандар, достар. Это же вообще капецкий, блин. Даже пицца пішіріп қойғандар. Оказывается, был Гульфияның дача. Прикиньте, сколько зарабатывает менеджер маркетплейса, что даже имеет дачу по соседству с Хабировым. Гульфия, сколько ты зарабатываешь, что построила двухэтажную дачу? Ну, это заслуги моего мужа. Да? Да. Нормально зарабатываешь? Ну, 30 тысяч. 30 тысяч? Зарплата. Гульфия, короче, зарабатывает пока что 30 тысяч. Как она зарабатывает, сейчас узнаем, доктор. Но это для женщины, которая сидит в декрете и лепит параллельно мантышки, да еще ухаживает за дачей. 30 тысяч в месяц – это нормальные деньги, между прочим. Кстати, заметьте, доктор, еще раз повторюсь, мы всякие космические цены не говорим, космические цены, цифры мы не говорим, доктор. Мы всегда говорим правду. Надо этот Ишимбайский народпен танышырға. Мен Ишимбайский дарды көргенім жоқ. Кстати, бар, но редко көргенім бар. Какой у них менталитет. Если мы узнаем, какой менталитет у ишимбайского народа, мы узнаем, какой характер у нашего Хабирова. Кстати, можно вообще такие вещи говорить? Бюрендер отличается әбиелдерден и баймақтардан. Хайбулалар совсем другие, зиянчуралар тоже другие. А ишимбайский халық нендей? Как ты охарактеризуешь ишимбайский народ? Ну, мы очень гостеприимные. Ага. Гостеприимный. Ну, дальше. Еще какой? Тырышлар? Добрые. Ага. Хорошие. Добрые и хорошие. Ишимбайские башкурттар. Добрые. Итак, пробуем ишимбайские мантышки. У нас была 4-комнатная квартира. 3 года назад переехали туда. Сделали шикарный ремонт. И тут мне ёкнуло, что я хочу в дом. И вот мы взяли семейную ипотеку под 6%. И за год подняли дом. Вот. То есть сами прям полностью строили, да, сами? Ну как, не сами нанимали. И продали сейчас квартиру с ремонтом. И взяли 2-комнатную квартиру. Вот пока там проживаем. Я уже не стала вас туда приглашать, потому что квартира маленькая. И вот достраиваем дом.
Ремонт остался, ремонт сделать. Мощно. Да, Молодцы. Алла берса, вот приедете в следующий раз уже. Давай, Гульфия, сразу сходу айтайлы. Честно ғана, оқшаймы хия бұл профессия, оқшамаймы, шуны дұрысын гына айт. И зарплатаңнан қанағатмы, дальше собираешься расти или на черт? Нет, конечно, хочу расти. Да? Конечно, хочу, да. Я еще много чего не попробовала. Да? То, что отучилась. Получается, с сентября по декабрь второй поток у меня был. Ага. Отучилась, в декабре уже все, сертификат выдали. А потом 3 месяца я искала работу. 3 2,5 инды. Уже все, руки опускались. Ага. Руки честно опускались. Думаю, ну, значит, не мое. А потом в один день мне на Авито девушка написала. Ага. Хотим с вами связаться, ну, можете выйти на собеседование. Типа. И все, шел собеседование асығып. Они меня взяли помощником руководителя, который продает на Озон и Валберес. В общем, я занималась с поставщиками Бишкек, Китай. Потом, получается, курьер. Как закупщик, да? Ну как, я с ними отправляла им эти заказы, контролировала, чтобы вовремя они в поставленные сроки нам этот заказ отправили. Мы же уже здесь же все забиваем, поставку, девочки, менеджеры. Вот. Потом, получается, по этим фотосессиями я работала, и сама выкупы делала. И уже непосредственно задание, поручение от руководителя. Шулай. А вообще нашел эшке инеп кеттің де қиын болмады ма? Нет. Қиын болмады? Нет, интересно. Интересно. Интересно, это все равно это делается. Ага. Вроде первое время думаешь, блин, как я смогу, я же вот, ну, у меня опыта нет. Все равно вот она куда-то пазл, он собирается потихоньку, потихоньку, это же опыт. Да, да, да. Вот, полгода я отработала, и у них дела пошли вниз, так скажем. Ага. Озон вообще закрыли, Ага. Озон закрыли, перешли они на Ламодага. Угу. И тут вот нас сократили. Меня сократили, там еще 2 сократили вроде. И вот я месяц где-то отдохнула, и потом начала опять откликаться. Угу. И тут вот большая самарская компания предложили, вышли на связь. Потом 2 дня вот я стажировку прошла и начала работать. Но я сижу целый день, конечно. Целый Тут, день. да, тут тяжелее в том плане, что целый день за компьютером. Первое время, потом Да. рука набьется, мне кажется, легче уже Ну, я вот будет. с девочками разговаривала, да, они сказали, что это время надо. Ну, это же везде так. Вот, допустим, когда я тоже пришла поваром на работу, да, я, например, первое время жгла каши, у меня пирожки сгорели. И я, например, если готовила кашу, час могла готовить, да, потом я опыта набралась, я могла уже каши за 20 минут приготовить. Ну, я вот Опыт по себе, да, опыт. Чем больше опыта набираешь, тем больше скорость же прибавляется. А вот Еще этого что? самарского сколько искали по времени? Да недолго, на неделю. Может, даже пару дней. Да я просто вот вечером время есть, я откликаюсь. 5 прям вакансий. Но я ищу, откликаюсь, где опыт не требуется. Мгм. Вот. Потому что у меня нету опыта прям вот, чтобы в кабинете работать. Вот. Так мне кажется, сейчас вы наоборот можете откликаться уже, что вы с опытом, потому что... А еще- А я уже подняла эту зарплату от 40 поставила. Ну, опыт же есть. Ну да. Крылья-то расправляются. Ну, былай өзіңе оқшайын. Ну, ухшая. То есть я могу вот... Я ни у кого не отпрашиваюсь. Я села, быстренько съездила, там час-полчаса свои дела сделала, приехала, дальше сижу. Могу хоть ночью могу работать. Аяқ ахадыр ерегет қуанамы? Несек? Қуанамы? Сейчас что говорить, да? Ну, что говорить? Эштей баштағыз. Ну, поверил, Ага. что это же сейчас вот эта удаленка, это же вот только-только пошла. Да, и кубка Шанмай. Шанмай, кубка Шанмай. А сейчас все, даже репетиторы это переходят на удаленку. Вот, мына менің Азалия, тоже же на удаленке. Азалия, у нее репетитор китайского, английского, на удаленке. Это вообще очень, конечно, удобно. Әлі қайда барырға керекмей. Үйде гіне отырып оқы. И үйде оқыта тоже на удаленке. Так что, достар, не бойтесь удаленной работы. Это же вообще красота, понимаете, красота. Вопрос такой, да, вот смотрите, вы же сказали, что вы начали работать, потом вот это закрылось, потом сейчас новых нашли, да, там с ними работаете, и вот дальше вы ищете, да. Вот как вы считаете, да, вот, ну как это правильно сказать-то? Не страшно, что вы не найдете, то есть вот следующего селлера себе? Вот нет такого, что страх, что не смогу найти и так далее? Да нет.
У меня же есть работа, в принципе. Нет, вот даже если вот отсюда сейчас уйдете, представьте, что завтра эти тоже закроются, да, и вам надо будет искать нового селлера. Вот есть страх, что вы не сможете его найти? Ну, я почему-то уверена, что я найду его. А почему? То есть, потому что много селлеров? Потому что вакансий много, работы есть. Работы есть. Тем более она уже опытом. Да. Не, я просто почему Работы это вопрос есть. именно задаю, да? Почему? Потому что нам как раз так и некоторые говорят, то, что вот, как бы, да, там ниша переполнена, там трудоустроиться сложно, невозможно, там, да, и вот у многих страх, что они не смогут трудоустроиться или найти селлера. Ну, реально же найти селлера, вот скажите. Вот. Реально, надо терпение, не нужно руки опускать. Да, самое главное, 2,5 месяца, я говорю, я искала, я по 10-15 раз откликалась. Уже все, руки опускались. Все, что не делать, все к лучшему. Твой селлер, как говорится... Тебя найдет, да? Да, да, я так считаю, да. Но закроется там, ну пусть я там месяц-два еще поищу. Найдется. Сколько я собеседований прошла? Очень много. Собеседование проходить, между прочим, тоже хороший опыт. Да. Да. Первое время вот так Страшно трясло. было, да, что-то, А да-да-да. потом уже... Порвала. Да, это все опыт. Да. Бизнес-бися тур. Гульфия Зур-Рахмат, очень тепло посидели с вами. Ай, зачем? Да. Зачем? Рахмат. А мы поделимся с ним. всё Да, нормально, ты шумайский. да. Рахмат. Ой, Вот шумайский. ваш. Да вы что, нет? Да-да-да, это цена слова Он же его, да. проиграл, бля. Он проиграл, это цена его слова, покажите. Вот. Очень вкусные манты. Первый человек, который попался, 5 мантышек. да, 5 мантышек. Сколько? 4000 одна мантышка. Пока самые дорогие манты в моей жизни. Но, справедливости ради, очень вкусные. Самые вкусные пока. Да, да. Вот, спасибо. Вкусные шимбайские манты. Да. Бизнес-бися тур. Вот смотрите, вообще молодец какая Гульфия. Позитивная, позитивно мыслит. Қойғыр отырмай, бубнитте отырмай, 30 000 зарплата маленькая, недовольный, вот, целый день работаю. Вообще меня, целый день работаю. Улай там она, я целый день работаю, но я довольна, я набираюсь опыта, меня 30 000 нормально. Тем более, айтты, что Ишимбайда 25 000, 30 000 средняя зарплата. Типа. Да, да. Вот. Бизнес-бися тур. Пользуясь случаем, как бы я же обычно рекламу не делал, вот сейчас вот могу сделать рекламу, да? Мы просто, да, мы же в прошлом учителя, то есть что я, что Наиль, и мы знаем, что такое методика, мы знаем, что И такое не календарный план. халам-балам учителя, между прочим. То есть- Учителя, у которых ученики Олимпиаде. занимали на Олимпиаде первые места. А это говорит о многом, между прочим. Да, поэтому вот мы знаем вот эту методику, знаем, как доносить надо, и знаем, что, зачем должно идти по нарастающей, да, чтобы вот у вас вот этот пазл складывался так, как надо. Да. Это первый момент. Это первый момент. А второй момент, это же учителя, которые, доктор, сами являются селлерами. Сами, которые начинали с азов, с упаковщиков. Понимаете? Я водитель. Водитель. Наиль упаковщик, складтеж, они начинали с самих низов, понимаете? И они собаку сожрали на Wildberries, понимаете? Третий момент, который, наверное, тоже очень важный, у нас есть лицензия, и лицензия от Министерства образования. И Вот не именно. просто так это дает Министерство образования, лицензия. И еще хочу сказать, вот эти, которые обучение продают, многие обучение на Wildberries, которые обучают менеджеров маркетплейсов, я многих вот знаю, да, они заходят на Wildberries, торгуют чуть-чуть. Ничего не получается. Да, у них даже еще ничего не получается. Опыт евалларда, и сразу начинают обучение. Да. Вот это меня просто обтратало. Прикиньте, и хатты утрала обучение. Так что, доктор, прежде чем брать обучение, 100 раз подумайте, у кого брать. Да.
привет. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. У нас Миляша Жаворонок, она очень рано встает. Вот, говорит, давайте в 6 утра встанем, поедем. А чего вы стоите, Да, не заходите? Да, просто нам. А? Вы, получается, пара, да? Мы муж и жена, да. Ага. Решат отвечает за производство, я отвечаю за ВБ, Ага. за продажи на ВБ. Ага. Вот. Мы поставщики. Вообще на маркетплейсах я работаю с 21 года, я работала менеджером 1,5 года. Вот. И получается с 22 года я поставщик. Ну, открыла ИП, и дальше мы уже отшивали, создавали свою женскую одежду. Ага. Вот. Да. Что за женская одежда? Изначально у нас, мы заходили в мужской вообще, мы пробовали футболки мужские запускать, потом у нас, мы перешли на женскую одежду. Вот. Когда я работала менеджером и открыла ИП, у нас получается вот где-то полгода, 7 месяцев я особо с нашим брендом не занималась, потому что у меня в приоритете был бренд другого поставщика. Вот. А потом мы ушли в офиску, начали отшивать офисные сарафаны, которые пошли дальше. Вот, были в офисе. Вот. Сейчас у нас сарафаны, потом летние сарафаны в летнюю нишу тоже зашли, потом вечерние платья зашли. Вот, хорошо у нас работает модель одна. И сейчас еще трикотажные костюмы. Ну, то есть чисто вот женская одежда. Ага. Вот, смотрите, Духтар, с чего начала свой путь пара вот Татьяна и Ришат. Ришат же, да? Ай-яй, Ришат. 4500 отзывов тоже. Да? Вот на что Ришат поменял военную форму. Да. В 2022 году обучение государственное бесплатное по маркетплейсу для мамочек специально вот до 3 лет, когда ребенку там, допустим. Я прошла обучение, но там обучали не на менеджера, а вот именно на селлера. Тогда не было такого, чтобы менеджеры обучались. И я решила стать селлером, взяла товар садовика из Москвы, и товары были низкого качества, что я прогорела. Ну, в общем, я ушла. Да, я ушла в минус. И еще же надо ИП там налоговую платить. В общем, я угнала эту идею и решила стать. Потом уже мода пошла от менеджера, вот это все. И наткнулась на блогера Рома Жука, знаете, да? Вот. Купила у него обучение, что мне не понравилось, я решила вернуть деньги. И продолжала... 50 тысяч. Ну вот я потом продолжала искать поиски, и через башкирскую домохозяйку вот вышла на вас и решила вот маму подключить. Я говорю, там нет ограничения возраста, она боялась прям вот. Я же, говорит, уже не молодая, не понимаю компьютер. Я говорю, давай вместе. Ну вот мы у вас отучились. Обучение Вы вместе обучаетесь, вы тоже обучаетесь. Да. Уже все закончили. Мы уже в июне еще Да? пока стажировки не было. Учительницы работали, да? Ну, стажировка, Ой, это она было давно. отказалась, испугалась она. Я испугалась, да. А чего испугались? Вот. Ну, с компьютером, потому что дочка рядом не была, дочки. Я в деревне была. И с компьютером Она плохо. сама из Уфы, я как бы с Да. Тартамаки живу. Вот. И поэтому, когда в деревне была уже летом, вот, в начале лета же это было, в июле, в начале июля, сразу меня поставили в стажировку. И как-то неожиданно я испугалась, я сказала, Она еще у вас давайте выиграла место. Я же обучение у вас выиграла. Вы выиграли? Я сначала купила базовое Уже обучение. купили, а потом она выиграла. Оплатила, да, потом выиграла базовое. Потом эту выигрыш я попросила вот у Наиля на VIP перевестись. Меня зовут Милана. Я обучилась в 4-м потоке. Где-то 2-й месяц работаю. Но хотела онлайн, но пока офлайн. То есть я работаю с офиса, нашла, да. Ну, то есть у меня была куратор Лейсан, вот, и получается, она мне предложила, говорит, менеджеру нужен помощник, но с офиса. Я говорю, хорошо, я согласна, как бы, чтобы время не терять, вот это все, и я согласилась. Ну, пока 30 тысяч, 5-дневка у меня. Вот. Ну, конечно, в дальнейшем я хочу все-таки онлайн-работу найти. Здесь варианта нет, да, онлайн перевести? Онлайн? Здесь
Ну, мне кажется, то, что это вот производство, как бы, почему-то им надо, чтобы я была в офисе, как бы. Меня зовут Эльсия, я учусь вот в последнем потоке, 10-м. Но учеба очень нравится. Я вот собираюсь выйти из декрета. Младшему сыну 3 года исполняется, вот садик отдаю. И хочу работать. Но вот у нас как раз 7-й модуль трудоустройства начинается. Меня зовут Регина. Ну, я отучилась, получается, вот с марта по июнь. А так желание, конечно, большое, если хочется вот, пойти на работу на онлайн, потому что на офлайне зарплата маленькая все равно. И кем работаете? Я администратор в магазине работаю. А я сейчас, кстати, на работе, с работы ушла. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Так, я, получается, 12-й поток. Я прошла только 1-й модуль, поэтому я особо ничего не понимаю пока. По терминологии в дальнейшем, вот, да, рекламу вы говорите, там еще. Я просто прошла, только создала карточку, да, выбрала товар, и пока на этом у меня закончилось. Я работаю в бьюти-индустрии, также я работаю еще учителем, и учителем я ставила... Да, учителем у меня всего 1 час в день, а в основном в бьюти-индустрии, у меня колористика и стилистика, но я поняла, что я хочу считать. Мне не хватает цифр, моя специальность не дает мне в покое то, что информатику преподаю, поэтому... Хочу считать, я хочу цифры, прям соскучилась. То, что вот начали немножко даже там графики рассказывать, такой, ой, так прикольно. Ну и потом я смотрела на качество. То есть, конечно, ты поймешь, какой менеджер, только начав с ним работать. Но... Качество — это что вы имеете в виду? Ну, подробнее, вот качество — это что такое качество? Качество работы? Или, в личной качестве? Или это вот... Во-первых, мне важно, чтобы по менеджеру было видно, что он хочет зарабатывать. Да, хочет расти в доходе. Деньги — это лучшая мотивация. Всегда. Тем более женщины, когда много женщина хочет, это прекрасно. Вот. Это двигатель мужчин, между прочим, когда женщина чего-то хочет. Да, тоже, да. Татьяна, скажите, конечно. Вот когда женщина много хочет, она начинает двигать мужика. Да. Ну, либо двигаться сама. Да. Вот. В целом, если палатки есть PlayStation, это самый идеальный. Вот теперь один вопрос. Вот если, например, вам менеджер что-то предложил, вы попробовали и не сработало это, вот у вас, как вы на это реагируете? Спокойно. Вы же не увольняете за это менеджера? Конечно, да? нет, спокойно на это реагирую. Потому что даже мы, когда вот запускали, да, какое-то изделие сработало, да, какое-то не зашло. Но мы же не перестали пытаться, правильно? Вот. То есть есть еще много ряд других факторов, да, на которые мы там смотрим, когда менеджер работает. Вообще, я нашла менеджера первого, а я уже не помню, как, правда. Она работала, у нее был еще какой-то кабинет, по-моему, или основная работа, плюс дети, и она, знаете, мимоходом так вот работу выполняла. То есть она такая, мы там созваниваемся, она где-то в машине сидит, там что-то, не была вовлечена в процесс. Вот, и мне постоянно приходилось проверять за ней, сделано, не сделано. Это тоже, это не прикольно. Вот, то есть у вас есть дедлайн, да, мы вот сделали. Я посмотрела, допустим, у меня менеджер сказал, что вот это сделано, она мне на согласование все отправляет. Я говорю, окей, вот тут вот хорошо, вот тут вот не очень, давай вот тут подумаем, сделаем немножко по-другому. Вот так. Работал менеджер, мы ее взяли, у нее тоже вот был кабинет второй, и какое-то время она справлялась, но потом у нее то ли желание пропало, то ли инициатива какая-то. Да, мотивации какой-то. У нее все устроено, особо деньги не нужны, и вот это прочувствовалось. У нее была сперва 35 мы ей платили, вот. Потом мы начали как-то ее мотивировать, да, то есть процент от продаж, не KPI просто там, допустим, ты выполнил ряд задач, и там 10 тысяч получаешь, а у нее был прям процент с продаж. Я говорю, не поверишь, ну скажи, я говорю, пашкевская домохозяйка, я говорю, да ладно, правильный выбор сделала. Да. То есть, как бы девочки многие наблюдают мои, поэтому прям доверяют, такие, потом расскажешь, я говорю, конечно. Вот, поэтому вам доверяют.
На самом деле, вот даже когда мы рассказываем про профессию, стараемся рассказывать, ну, как оно есть. То есть там мы не преувеличиваем цифры, и мы стараемся говорить и говорим, что здесь нужно работать. То есть это правду. Да, это начинаете с 20 тысяч, а дальше уже. Да, то есть мы сразу даем путь развития, что начинающий менеджер, начиная там 10-15 тысяч, начинает, опыта набирается, переходит уже там 30-40. Я говорю, вот продают обучение, говорю, там сразу обещают зарплату, говорю, от 150 тысяч. Я говорю, вы такие суммы, говорю, баснословие, что, правда, что ли? Они говорят, нет, ну, на самом деле так сразу не зарабатываешь, говорит, ну, возможно зарабатывать, но с такой суммы сразу не начинают, говорят, они мне объяснили, да. Я говорю, пожалуйста, не говорите нереальные цифры, не говорите, говорю. Ага. Да, я вот обучение купила одного блогера, он рекламировал за 50 тысяч, получается. И когда вот неделя прошла, уроки начинались, все уже начали спрашивать ученики в чате, а когда уроки? Они были в Турции, улетели в Турцию и говорили, пока создавайте карточки 100 в день, пока, говорит, руку набивайте, говорит, каждый день, вот неделю по 100 карточек, но это нереально по 100 карточек. А как создавать вообще было инструкция? Один урок был и все. И то они там сняли в каком-то помещении, и там звук какой-то не очень был, некачественный. И вот, говорит, как мы, говорит, вам онлайн отправили урок, и делайте по 100 карточек в день. Каждый день, говорит, сидите, руку набивайте, потом скажем, что дальше делать. И я сразу поняла, что это обучение не ахти. Блогеру написала, что как бы он не виноват в этом. Написала, можно вернуть деньги, я не хочу проходить такое обучение. Он такой, ладно, сейчас решим вопрос. И за мной тоже пошли ребята, но им не вернули, по-моему, деньги. А вам вернули? Да, потому что я первым попросила. И все, я же говорила, я искала, и вот вы рекламировали. Мы вам доверяем. Спасибо. Насчет вот вообще профессии менеджер маркетплейсов, вот нам частенько такой вопрос приходит, то что это там, насколько это актуально, не актуально, да, то есть вообще это вот актуальная профессия, это вот она еще будет существовать? Да, с точки зрения селлера или вообще в целом вот ваше даже мнение, то есть этим можно заниматься, это не та профессия, которая там через год умрет, так сказать, да, или еще что-то такое, вот ваше мнение какое? Да, но тут нужно, наверное, сразу говорить, что вот как вы считаете? Не так, что нужно, чтобы контекст там поддержать. Существует, так сказать, эта профессия, да, там с 22-го, и она с каждым годом набирает обороты. Сейчас, так как на ВБ все меняется, и там остаются более крупные, более сильные поставщики, у них по-любому есть команда, и у них есть менеджеры, и не одни. То есть крупный, тот, кто останется на ВБ, поставщик, он не будет все задачи выполнять сам. То есть ему по-любому нужны будут сотрудники. Вот. На ВБ можно и нужно торговать, но нужно уметь. Да? То есть поэтому обучаться по-любому стоит. То есть мне кажется, что эта профессия еще просто существует. Ну, не могу прям сказать сколько, но думаю, что она перспективная. Да, это перспектива есть, правильно же? Она же не так, что умрет через 2 года. Да. Но пока маркетплейсы есть, будут менеджеры. Да, будут нужны менеджеры. Только очень сильные. Тогда такой вопрос тоже, да, вот сейчас же искусственный интеллект везде, да, вот, например, профессию копирайтера искусственный интеллект практически съел, да, то есть потому что вот мы раньше, помню, у нас менеджеры копирайтерам отдавали вот эти запросы, и они нам текста какие-то писали, а сейчас мы просто через искусственный интеллект это делаем, да, то есть менеджер это делает. Вот искусственный интеллект не съест ли профессию менеджера? Нет, потому что мы работаем там с цифрами, с деньгами, мы вкладываем туда деньги свои, да, и немалые деньги, то есть я лично, как поставщик, все доверить искусственному интеллекту точно не буду. Потому что должен быть человеческий фактор, должен быть фильтр. Да. Вот. Он же описание, как написал моему костюму твой искусственный интеллект с ошибками, я холаю. И вот менеджер в любом случае должен был контролировать, что там пробелы были. Да, искусственный интеллект может где-то облегчить работу менеджера, но это абсолютно нормально. То есть, да, учитывая то, как сейчас сколько задач менеджеру можно делегировать, да, и нужно, да, то есть какие он там функции может выполнять, искусственный интеллект — это отличная помощь менеджеру, но точно не замена менеджеру. Правильно сказали. То есть а еще облегчить свою работу, по сути, то есть быстрее будет делать. Мы, допустим, рекламу снимаем, да, Риналь же тоже использует искусственный интеллект. Он облегчает себе задачу, да. Мы много чего, чтобы какой-то момент отснять интересный, да,
вот, допустим, с носорогом что-то, трэш хотим контент сделать, да, нам же вот надо договориться там с зоопарком, пойти вот это, к этому носорогу, да, столько времени потратить, да, столько денег потратить, ресурсы свои, да. А тут он с искусственным интеллектом, рядом со мной носорог, все даже незаметно. Вот да, искусственный интеллект помогает. И, к слову, мы делаем свой сервис искусственного интеллекта. Да, у нас есть модуль даже. Не просто модуль, у нас свой сервис мы разрабатываем. Вот, прикиньте, доктор, нигде, больше ни у кого нету, между прочим, обучения по искусственному интеллекту. Так что, если хотите получить профессию менеджера маркетплейса, то только То есть в этом сервисе будет абсолютно генерация текста, генерация видео, генерация фото. То есть это текст, а это сервис, где есть все нейросети. Мы с Наилем везде и всюду рекламу делаем, везде ее суем. Бизнес-бися тур! Как вам бизнес-завтрак? Во, бизнес-завтрак, доктор, офигительно полезно было. Столько полезной информации узнали, особенно от Татьяны. Мне было очень приятно с ней познакомиться. Вначале она, когда начала тихо разговаривать, я такая думаю, блин, сейчас я усну. Ну, блин, я с открытым ртом слушала. Да, и вы видели, как девчонки слушали? Да, они прям раскачали. Она прямо очень много полезной информации рассказала. Молодец такая. Мне кажется, ее надо звать на наши прямые эфиры. Да, что... надо позвать, чтобы она еще детальнее рассказала, на самом деле. Потому что она очень крупный селлер, да, и начинала как менеджер маркетплейса. У нее огромный опыт, поэтому надо с ней контактировать, я думаю. Да. Прикольно, девчонки молодцы, они прям воодушевились, замотивировались. Вот почему мы проводим такие бизнес-завтраки. Обмен опытом, обмен информацией. Надо обмениваться информацией и опытом. Да. Это очень полезные бизнес-завтраки. Мы всегда организовываем такие, кстати, бизнес-завтраки. Или ужины. Да, ужины тоже организовываем. Ты, Азамат, что? Ну, мне тоже вот очень понравилось, тоже как бы Татьяна очень классно рассказала, хотя мы с ней, считайте, вот не знакомы, ничего, я просто у одного друга спросил, у тебя же один был там знакомый селлер, который отшивается где-то здесь, он говорит, да, я говорю, скинь, пожалуйста, номер. Я просто вчера вечером ему пишу, вот мы приедем, давай, может, увидимся, что-нибудь там расскажете, да, нашим ученицам. И он такой, да, хорошо. И вот они утром приходят, он говорит, я с женой буду. Я такой, классно, приходите. И вот они вот это все рассказывают. Вот молодцы, прикиньте. Просто. Ришат, селлер, муж Татьяны, да, бывший военный. Представляете? Бывший военный, почти половину жизни посвятил военному делу, да. И прикиньте, ушел в производство. Женской одежды. Да, женской одежды. Торгует на Wildberries. А жена начинала как менеджер маркетплейса. И сейчас каких высот достигли. Поэтому, Дултар, я всегда вам говорю, если вы хотите, даже если стать селлерами, торговать на Wildberries, получите сначала образование у нас. Бизнес-бися тур. Таң чешігінен достар, біз сығып кеткенік үйдігіздің турға, где мы посетили всех наших учениц, узнали об их опыте, об их результатах, хәлдәрін, мәлдәрін білдік, тәміл етіп ашадық әстік, имена кескен яңы сақ, кут квадратный болып қайтып еттік, достар, Аллаға шүкір. И, достар, если до конца қарап өтсеңіз бұл эфирді, до конца қарап өтсеңіз бұл экскурсияны, вы как раз-таки узнаете, как получить эту нашу ласточку, красавицу. Ключи вот как раз-таки у Азамата. Да, а получить очень просто. Вам нужно прийти к нам на нашу онлайн-стажировку 23-24 сентября. Там мы уже ее и разыграем среди тех, кто придет, поэтому приходите. Ссылочку оставили. Обязательно приходи на наш прямой эфир. Будет бомбические призы и также эта ласточка.